6 января свое 75-летие отметил коми-поэт, композитор, журналист Василий Григорьевич Ладыгин. Но помимо стихов о родном крае, юбиляр также известен как отец-основатель республиканского фестиваля современной коми-песни «Василей». К слову, последний Василий Григорьевич называет своим главным творческим детищем. О Василии и Василее в сюжете Павла Королева. Василий Ладыгин признается, его поэзия держится на трех главных столпах – родина, любовь и мама. Именно эти темы проходят красной нитью через все его творчество. К слову, маме он многим обязан, ведь она прививала любовь к родному краю и смогла вовремя разглядеть в нем любовь к чтению, что в дальнейшем переросло в написание стихов. Мама заметила во мне любовь к чтению и подписалась на нашу районную газету. А деревня наша была очень маленькой. Газету выписывал только председатель колхоза. Вот я прочитаю эту газету, потом маме. А там уже вся деревня узнала, что мы выписываем газету, и люди стали приходить к нам домой, чтобы я и им вслух почитал. Почти 30 лет назад Василий Ладыгин предложил проводить фестиваль «Василей» и практически стал его отцом-основателем. Тогда его поддержали еще два земляка Василия – Гущин и Чувюров. С тех пор фестиваль «Василей» дарит возможность услышать поэтическое звучание коми-языка, открывает новые имена и, конечно же, подарил нам плеяду выдающихся певцов и композиторов. К слову, именно последних хотели воспитать отцы-основатели фестиваля. Первый раз мы собрались в 93-м году. Нас было 7 единомышленников. После съезда Коми-народа нам дали простор для фантазии. Первая мысль пришла в голову: нет коми-песен. В то время песни писали в основном Вацлав Мастеница и Яков Перепелица. А где остальные? Разве их нет? Несмотря на свой солидный возраст, Василий Ладыгин многие годы не только помогает организовать фестиваль, но и сам принимает в нем участие как автор. Вот и в этом году он написал слова и музыку к песне «Ну-ка, нывьяс», «А ну-ка, девушки», которую исполнит народный вокальный ансамбль «Июль». Но предюбилейный фестиваль отметится не только юбилеем его отца-основателя. В этом году он снова возвращается на сцену Усть-Куломского дома культуры. В прошлом из-за пандемии коронавируса его провели в онлайн-формате. Так, в Центре народного творчества и повышения квалификации уже прошла репетиция участников. И, как отмечает руководитель Центра, участники фестиваля порадуют жителей республики не только качеством звучания, но и количеством песен. Участников в этом году 15, это больше, чем в предыдущие годы. Ну и, собственно, 12-13 состоятся репетиции и сами концерты на Усть-Куломской сцене. Ну и напомню, что в 3 часа дня и в 6 часов вечера 13 января на сцене Усть-Куломского районного дома культуры пройдут, как обычно, 2 концерта. Те же, кто не сможет приехать в Усть-Кулом в канун Старого Нового года, смогут послушать самобытные коми-песни и проводить еще 1 год, не выходя из дома. Прямой эфир фестиваля будет доступен в интернете. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.